Я родился в 1934 году, 24 декабря, в городе Бийске, это в Алтайском крае. Туда мои родители поехали, по сути дела, здесь им жить негде было, квартиры не было, поэтому они поехали, где, так сказать, индустриализация начиналась, и там отец как-то устроился, постепенно накопили на квартиру, вот в Новосибирске уже, когда мы жили, там уже у нас был свой дом. А сколько вам было лет, когда вы узнали, что началась война? 6 лет, 22 июня, это я очень хорошо помню, когда соседи сказали, что сейчас будет выступать Молотов с важным сообщением. Мы, конечно, все, так сказать, к тарелку придвинулись, и когда они видели, что немцы, немецко-фашистские оккупанты без объявления войны, значит, напали на нас, вот лично у меня было большое ликование. Я думал, ох, наконец-то разобьют всех этих самых немцев, но не знали, что, чем это будет оборачиваться дальше, что это будет холодное голодное детство, что вот в 1942 году, в марте, по-моему, отца у нас призвали в армию, так он быстренько, ну, по крайней мере, пока была оккупация немецкая, она была с 9 августа 1942 года по 3 февраля. Полгода, по сути дела. Полгода вы жили в оккупации? Жили в оккупации. Ну, откровенно говоря, больших таких событий в это время, каких-то ярких, я не могу вспомнить, но то, что немцы были, что они не особенно не чикались ни с кем, кого вы из квартиры выкидывали. Вот, и были там всякие. Ну, во-первых, дивизия Эдельвейс, это горные стрелки, ну, в нашей территории занимали. А кроме этого были и словаки, и румыны среди оккупантов этих самых. На Кавказе зима не дикая, так сказать, страшная. Но я помню, как немцы на нашей этой самой зиме кутались в женские шали поверх своих шинелей и своих пилоток, потому что другого командирования почему-то не предусматривалось. Это не то, как у нас там, с полушубками, с тяжелыми ватными штанами и телогрейками, а там вот они вот таким образом. Ну, реквизировали, видимо, население все эти женские шали, женские платки, напяливали на себя вот, в зимнее время, даже там на Северном Кавказе. Арий Аркадьевич, скажите, какая у вас была семья и вообще как вы выживали в период оккупации? Ну вот семья у нас была, значит, 3 детей нас. Отец уже в это время был призван в армию, и мать воспитывала нас 3. Ну тут всяко было, так сказать. Все-таки какое тяжелое время не было, все-таки одеваться, значит, надо было людям. Вот я помню, что соседка у нас откуда-то, так сказать, приобрела немецкое одеяло. Из этого одеяла вот мать шила юбку, к примеру. Вот. Ну, такое вот по мелочи, людям же всегда надо что-то одевать. Поэтому вот это как-то нас поддерживало, спасало. Но вместе с тем она вместе с другими соседками набирала из того имущества, которое было приобретено до войны, ходила по сельской местности, меняла на продукты питания. Ну, на юге, вот здесь у нас люди жили во время войны картошкой, а там на юге все жили кукурузой. Участки потом, когда уже немцев не было, участки тоже выдавались всем, и мы пользовались тем, что посадим кукурузу, потом ее соберем. Из кукурузы, да, мололи, мельницы были у каждого, они были всякие. Я помню, у нас была мельница из мясорубки. И когда ее мололи, то получалось, значит, так, что-то просеяно было мука, а что-то оставалось на сите, это была крупа. Из муки мама варила мамалыгу, ну а из крупы кашу.
Вот так, так сказать, это самое. Но жили голодно, конечно. Поэтому я помню, вот в последнее время это самое оккупации, мать говорит, ложитесь вы, ребятишки, спать. Когда спите, есть не хочется. Да, энергии меньше тратится, движение меньше. Вот так. Поэтому я вот помню, что раз мы так как-то темнает же зимой рано, улеглись спать, и вдруг гром, это самое, фейерверк, освещенно на улице. Что такое? Чего это такое? И только потом мать говорит, так это же немцы празднуют Рождество 24 на 25 декабря. Вот такой момент тоже вспоминаем. Ну и, наконец, еще из острых моментов. Уже когда немцы отступали, они изволили у нас поджечь склад с боеприпасами, как грохнуло на весь, и по всему городу раскидало снаряды. В каждом дворе. Вот у нас у соседей прямо в стену избушки снаряд угодил. Он не взорвался, он просто чмякнулся туда и улетел в Саман. Там же саманные дома. Вот такие дела. И после этого, вот я помню, у нас были дома такие, как называются, их жактовские, то есть многоквартирные дома бывших богатеев. Так вот, пацаны разряжали эти снаряды, которые не взорвались в их дворах. И вот один из мальчиков все разрядил, все снаряды. До самого последнего большого добрался, начал выкручивать взрыватель, взорвался и погиб. Вот такие дела. 23 февраля нас освободили. И сразу же какого года? 43-го. 3 февраля 43-го года нас освободили. Немцы откатились с Кавказа, они же боялись, что их там замкнут, как и в Сталинграде. Поэтому они отходили спокойно, без боев, без всех. Вот. И как только они освободили, сразу открыли школы. И мы вынуждены были, вот, по сути дела, за полгода пройти курс целого года. Поэтому я пошел в первый класс вот, с момента освобождения. И к 1 января 43-го года мы уже окончили первый класс. Были ли вы свидетелем сопротивления граждан против оккупантов в тот период? Ну, учитывая свой маленький возраст, я помню, что нас особенно не выпускали из дома, да, так сказать, далекие дела, поэтому свидетелем явного сопротивления не могу назвать, но вместе с тем вспоминаю, что около нашего дома буквально арестовали женщину, и как соседи говорили, что она партизанка. Поэтому вот сейчас уже делаю вывод, что в принципе и противодействие оккупации и там имело место быть. Арий Аркадьевич, чем вам запомнилась учеба в школе? Могу рассказать это. Вот после того, как нас освободили, мы сразу в школу пошли. Школа, вот, в частности, наши классы размещались, по сути дела, не приспособленное помещение. Это было какое-то здание, где, в общем, было 2 класса смежных. При этом в классе стояла буржуйка, и, наверное, в соседнем классе тоже такая же буржуйка. Наша обязанность всех их учеников было принести в класс по полену дров. Ситуация была такая, что когда затопят печку у нас, и, так сказать, самые ретивые учащиеся в энерго раздували, так сказать, пламя, то в это время дым шел в соседний класс, и наоборот. Поэтому вот такой момент имел место быть, значит, когда мы занимались в дымовой завесе. Вот. Ну, а потом мы вынуждены были поменять свое место жительства. Дело в том, что в том месте, где мы жили, на Пролетарской улице 240,
там, по сути дела, не было даже хорошего огорода. Это было место, где было два дома. Один из вот домов хозяйка продала нам, который с выходом на улицу, а второй дом во дворе занимались ими, поэтому их огород, он, по сути дела, был, а у нас не было. А время было тяжелое, поэтому важно было иметь огородные дела. И вот мы поменялись с нашим этим самым домом на двухкомнатный, тоже из мазанки, избушка, хатка, вернее, правильно там называется. Ну, зато с солидным 10 этих самых соток огород. Вот там, естественно, пришлось перейти в другую школу. Но в этот момент, с Нового года 43-го, у нас началось разделительное образование, то есть школа женская и школа мужская. Школа женская была номер 3, и она как-то оказалась более-менее целая, а вот туда, куда мужскую, так сказать, организовали, то она была без окон, по сути дела. И вот с начала еще сентября начали, так сказать, закрывать окна, нижний ряд стекол-то была целая проблема, поэтому нижний ряд был заколочен досками, а потом со временем появились стекла на других ярусах, это оконных проемов. Вот такие условия. В это время на моей обязанности было снабжать по карточкам хлебным всю семью. А как вас кормили в школе? А было в школе ли питание организовано? Нет, ну в школе как было, как и у всех, как везде в советской России в то время. Каждому учащемуся каждый день давали 50 грамм хлеба, но он был разный. Вот я очень помню, что был в 43-м году хлеб, по сути дела, не хлеб. Это был жмых, такой сероватого цвета, но все-таки 50 грамм на человека выдавали. И ложечку сахара выдавали. Вот такое. А горячие обеды были? Нет, что вы, каких мы горячих обедов не могло быть и речи. То есть мама вот дома такие... готовила у вас? Да, конечно. Вот я помню, тоже раз как-то пришел, и дома не оказалось совсем ничего. И вот я до сих пор расстраиваюсь, думаю, надо же, вот тогда дурак маленький был, взялся реветь, мам, хочу есть. Мать пошла к соседям, заняла овсяной крупы, сварила супчик такой. Вот такой момент тоже запомнился мне очень хорошо. А скажите, вас снабжали как-то учебниками, тетрадями? Да, все, что можно было достать, Но это все были учебники, так сказать, старого советского образца. Их оказалось значительно недостаточное количество, а новых тогда никто еще не выпускал. Поэтому давали книгу на одна книга на 3, на 4, на 5 человек. Писать нам было не на чем, мы писали на газетах. Ну, особенно кому везло, и у кого где-то старые библиотеки были, это, так сказать, хорошая бумага. Положим, это если стихи, то значит даже пространство было не занято, и поэтому это были счастливые люди, которые обладали таким богатством, где можно было писать по-человечески. А чем писали? Чернилами? Чернила изготавливали сами собственные фантазии. Ну, были рецепты из бузины, чернила делали из бузины. Это ягоды такие, да? Ведь? Да. Ну, она и здесь есть, но там она как-то черная. Вот здесь она красная бузина, а там почему-то черная. И поэтому из этого были рекомендации, как это сделать. Делали это самое чернила. Ну, ручки как-то находились, или они, в общем, не были большими проблемами, но у каждого была ручка спереди, перья тоже выдавались поштучно на определенное время.
Арий Аркадьевич, скажите, а были какие-то мероприятия организованные для поддержки фронта? Да, такие мероприятия были организованы в школе обязательно. Собирали теплые вещи. Ну, некоторые родители вязали варежки, носки для фронта и отправляли на фронт такие самые посылочки. Вот это я помню хорошо. Мало того, я вот очень хорошо помню, когда в школе организовывали читку старой правды, где было написано о казни Космодемьянской. То есть зачитывали прям? Да, всем? зачитывали этот материал, и там была фотография с остатком веревки на шее ее. Да, это известная фотография. Вот эту момент я очень хорошо помню. Скажите, а вы помните какие-то детские игры? Как вы досуг организовывали? Конечно. В военные годы? Дети всегда остаются, видимо, детьми, поэтому мы на улице организовывали свои, так сказать, команды, компании своей детской, поэтому занимались и лаптой, и другими играми массовыми. Но вот надо вспомнить даже, что тогда было модно игра в жестку. Это как? Жестко — это к кусочку шерсти прикреплялся свинец. И вот это вот так называемое жестко, надо было ее ногой подбрасывать. Кто больше набьет, тот победитель. Как футбол, да, набивают? Нет, ну это там как футбол, маленький. поэтому это на одном месте, значит, это жестку подкидывали ногой, ну вот, чтобы пока не упадет, сколько человек может набить без падения этой жестки, ну, тот победитель. Вот, ну, это было повальное увлечение и дома, и в школе в том числе, в переменах. Вот такие дела. Кстати говоря, за партой нас садили четверть человек. За стандартные парты? Стандартные ученические Да? парты. Четверть человек сидели за одной партой. Скажите, Арий Аркадьевич, вот у вас отец, когда ушел на фронт в 1942 году, получали ли вы какие-то письма от него? И среди ваших знакомых, да, те, которые в окружении были ли известия от солдат? В марте отца призвали в армию, и поэтому какое-то время мы получали от него письма, а потом, когда нас оккупировали, конечно, никаких писем не было. После освобождения мама запросы делала в поисках отца, получила ответ, что он пропал без вести. Второй вопрос, вторая часть, это каково состояние. Да, действительно, похоронки были, многие получали. Соседи, это было кошмар, когда, так сказать, получат в дом похоронку. Это, конечно, было кошмарное дело. Там все... Ну, это горе. Да, горе — это невозможное, так сказать. А раненые солдаты приходили? Да, вот я теперь должен. Раненых солдат было очень много, очень много. Поэтому на колясочках, на четырех этих самых подшипниках безногие люди, безрукие люди. Эти вот люди, вот немножко позднее, когда уже в 1945 году организовались коммерческие магазины, где подавались хлеб без карточек, то здесь был какой-то порядок такой, значит, бывшие участники войны, инвалиды в одну очередь становились, а все остальные в другую очередь. И, откровенно говоря, особенное удовольствие тех, которые стоят в обычной очереди, вот это вот отношение к инвалидам было не очень хорошее. Поэтому вот такое тоже запомнилось мне. Но по-всякому относились люди, но некоторые даже, так сказать, вот, пытались возражать.
Я иногда вот другой раз вспоминаю, думаю, куда же вот эти все инвалиды делись? Вот 50-е, 60-е годы я уже не помню такого. А вот в военные годы этих инвалидов было страшное количество. Может быть, то, что у моего опыта все-таки Краснодарский край получше, так сказать, климатические условия, но туда особенно много, так сказать, хлынуло людей вот с подобными делами, которые ни родственников не имели, ничего, а только, так сказать, вот свое божеское состояние инвалида. Арий Аркадьевич, вы помните день окончания войны? Как встречали солдат? Вообще, как праздновали? Да, этот день я хорошо помню. И не только этот день, а вот шла, так сказать, еще война, но уже пахло победой. И меня занимал вопрос. Говорю, мам, когда кончилась гражданская война? Она говорит, знаешь, она кончалась в разное время, по-разному. Поэтому Дня Победы в гражданской войне никто не знает, где он и когда он. И вот мне тогда маленького казалось, забудут про День Победы. Переживали, Да. что забудут. И поэтому, когда 9 мая объявили о победе, конечно, народ ликовал. Он превратился в нерабочий день. И, конечно, в основном солдатки, мужчин было мало, а солдатки как-то где-то находили, где выпить, где немножко закусить, собраться. И потом, вот, характерно для нашей этой самой той местности, женщины, взявшись под руки, ходили с песнями по улицам. Ну вот, беспокоясь о том, что забудут и эту дату, а мое место было на печке, поэтому на трубе печки я карандашом написал для всех потомков 9 мая, День Победы над фашистской Германией, чтобы не забыли. Вот такое, так сказать, мероприятие в 3 классе я изволил провести. А много вернулось вот солдат с фронта? Нет, очень немного. Но все-таки вот некоторым повезло, и я вот очень помню, наша соседка была у нас в гостях, и вдруг появляется, это уже где-то, наверное, к осени 45-го года, вдруг является военный в наш дом. Фени тут у вас нету? Феня как увидела, что ее муж вернулся. Ну, конечно, радости много, а мы крутимся все вокруг, ничего сказать не можем. Потом постепенно начали появляться эшелоны с демобилизованными. Они еще шли воинскими эшелонами. И когда первый эшелон, Майкоп не на магистрали стоял, а в некотором отклонении. И когда вот первый эшелон к нам в Майкоп, так сказать, было известно, что он придет, мы, конечно, все сбежались туда. Встречать. Да. Несмотря на то, что вроде бы встречать некого, а жаждали, а вдруг. Вот такие, я помню, эшелоны 2 мы встречали. Военизированные эшелоны, по сути дела, не с оружием были, все военная часть. Возвращались с фронта. А что бы вы посоветовали молодому поколению вот в наши дни, Арий Аркадьевич? Ну, что я могу сказать? Мы прожили очень сложную, очень трудную жизнь, но вместе с тем жизнь счастливую. И поэтому я бы хотел молодежи, чтобы тоже они жили не вот той жизнью, которая сегодня на дворе, а чтобы они прожили, ну, приблизительно такую же жизнь, как мы. То есть, если вернется ситуация, когда, так сказать, народовластие появится вновь и станет на нормальные рельсы индустриализации,
другие, так сказать, отрасли нашей народного хозяйства, чтобы они были активными строителями новой жизни. Каждый раз мы, останавливаясь на каждом из маршалов Победы, мы все-таки финал мы заключали о причинах победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Почему-то этому делу мало уделяется внимания. Ну, говорят много, а вот конкретно ситуации, которые вот мог только Иосиф Виссарионович Сталин выразить, а он выразил о причинах победы в Великой Отечественной войне советского народа на своей речи 9 февраля 1946 года, это предвыборное его выступление, когда первый Верховный Совет избирался послевоенный. Он сказал, первая причина победы советского народа – это наш общественный строй. И я задаю всегда вопрос, а какой у нас был строй? Ну, не все, но некоторые помнят, говорят, да, у нас был социалистический строй. Хорошо. Вторая причина – это наш государственный строй. А какой у нас был строй, опять задаю вопрос. Некоторые молчат, а некоторые говорят, что был у нас Союз Советских Социалистических Республик. Третья причина – это наша доблестная Красная Армия. Четвертый, что мы смогли создать перед войной за 13 лет могучий экономический потенциал. И следующее, пятое, это победа за счет того, что сельское хозяйство у нас оказалось, так сказать, коллективизированным. Вот я каждый раз опять останавливаюсь и говорю, поймите правильно, вот если, как некоторые наши даже члены ЦК говорили, надо заниматься подъемом промышленности, так как весь Запад придумал. Сначала сельское хозяйство, потом легкую промышленность, а потом только вот когда-то, так сказать, индустриализацию. У нас, говорю, не было такой возможности. И поэтому мы сразу взялись за индустриализацию, за тяжелую промышленность. И вместе с тем, вот представьте, говорю себе, молодежь, если бы мы в войну вошли с частным сектором сельского хозяйства, смогли бы мы одержать победу? Все хором говорят, нет. Вот и, наконец, последняя, шестая причина – это всеми нашими делами и в тылу, и на фронте руководила, направляла Коммунистическая партия Советского Союза. Вот, говорю, и все. И больше не добавишь и не убавишь. И поэтому я думаю, что молодежи мы должны пожелать исполнения наших задач. Все, спасибо.